школы, детские сады сами не решать, надо, мы все говорили и говорят здесь, все в комплексе. Но все-таки, вот вопрос, который мне поручили, я считаю, все-таки самую большую роль, говорили здесь, озвучивала и Сергей Уманович, и озвучила Абриза Салиховна, большую роль в сохранении родных языков, приобщении детей к национальной наследию, духовной культуры играет в первую очередь семья и родители. Вот у меня вопрос, роль семьи в сохранении родных языков. И я считаю, что это самый главный вопрос. Никогда не будет в школе проблем с обучением, изучением, если ребенок пришел в школу, уже говорит, уже знает язык. Пришел в садик, знает, а потом идет в школу. Вот здесь еще представитель детских садов Моника Ворошилова. Прекрасно она работает. Я работал много лет в управлении образования, видел, как детские сады работают по сохранности родных языков. Вот в этом детском садике и большое внимание было уделено русскому языку, карачаевскому, и когда приняли воспитательницу, черкешенку, то и черкесскому языку. И она, наверное, сама сегодня расскажет, что проблемы взаимодействия детских родителей, детей, посещающих детские садики, лучше, чем взаимодействие родителей и родителей детей, посещающих школу. В начальной школе еще более-менее связь хорошая и в вопросах учебы, и в вопросах сохранения языков. А вот в старших классах проблемы возникают, нет достаточно. Вот прозвучало с трибуны, кто-то говорил, надо действительно в школах вести всю обучь. Обучь, именно школа должна обучать родителей, молодых родителей. Мы говорим, лучше, мы знаем, что лучший метод воспитания – это личный пример. И родительское языковое поведение родителей как в зеркале отражается в языковом поведении детей. Поэтому личный пример. Если родители знают язык, даже если не знают, хотят знать, стремятся знать, если тогда и дети языковое поведение этого ребенка оказывается позитивным. Вот колыбельная песня матери на родном языке, речь родителей эмоциональная и, конечно, хорошая атмосфера счастливой семьи, когда родители понимают друг друга, любят друг друга. Независимости, разной национальности родителей нет. Эти дети позитивно воспринимают языковое поведение. Они тоже занимаются этим языком. И два языка им выучить нетрудно, когда видят, как уважительно отец и мать к языкам друг друга относятся, разные национальности. Значит, поэтому важно в семье в первую очередь. И тут возникает вопрос, с какого возраста надо воспитывать, с какого возраста нужно обучать языкам, с какого возраста дети понимают свою языковую национальную принадлежность. Сила в колыбельной песне. Насколько сильно. Вот здесь Байдемат Кичерюкова, прекрасный поэт, композитор и писатель, создала книжечку «Колыбельные песни». Это вообще прекрасно для молодых мам. И я помню ее рассказ, я приведу пример, чтобы мы все задумались, почему именно мамы, я веду предмет семейной педагогики, домашнего воспитания детей раннего дошкольного возраста, я спрашиваю, вы знаете песни на своем языке? У меня представители всех языков, коренных языков. Они не знают. Я говорю, ну хотя бы на русском. И на русском не знают. А это очень важно, потому что был такой случай, когда соседке постучалась, вот Байдемат Кичерюкова не даст соврать, а она не отвечает на звонок, на стук, и слышит, как она поет колыбельную песню. И что вы думаете, поет? Революционную песню. Шел отряд победы. Кучукалов, чуклах, Кучукалов. О чем будет? Ведь вы знаете, как зомби, ребенок колыбельную песню, он никогда не забудет. Когда девчонке поется, она
себя представляет, что она будет принцессой, она будет прекрасна, она будет рукодельницей. Когда мальчик, что он будет мужчиной, он такой национальности, он будет защищать свой народ, он будет прекрасным человеком. И поэтому колыбельная песня играет большую роль. И колыбельная песня, и родной язык. И об этом говорил великий русский писатель, великий русский педагог Ушинский Константин Дмитриевич. Великий педагог – это родное слово. И он говорил о сроках. С какого возраста надо и сколько, чтобы ребенок усвоил. Он говорил, родное слово настолько сильно, настолько это великий педагог, что ребенок в течение 2-3 лет с момента рождения он усваивает каким-то непонятным, но хорошим методическим путем, быстро и легко, в течение 2-3 лет язык. А если после этого обучать этого ребенка 20 лет лучшими методиками, он будет только выучить только половину. Вот почему в первую очередь надо в семье родителям. Вот мы все родители. Все мы, кто-то, если не родитель, будет родителем, кто-то бабушки уже. Но мы говорим, почему дома с детьми, особенно до 3 лет, надо говорить на родном языке. Почему? Потому что он будет лучше усваивать. А с 4 лет, ребенок осознает свою национальную принадлежность, ориентируясь на национальность родителей и какой язык семейного общения. Если в семье не знают родители своего языка, не хотят знать, от них зависит и языковое поведение этого ребенка. Поэтому от нас с вами зависит. А будущее, о сохранении языков в первую очередь в семье. И вы всегда помните прописные истины. Воспитание не уход, не надзор, а душевное, духовное общение. Уход полчаса труден, надзор невозможен, а сила общения не измеряется временем. И сила общения на родном языке 15-20 минут в день иногда бывает достаточно в старших классах. С ним поговоришь на своем родном языке, он понимает, он полюбит, и он будет учить свой язык, он будет знать, гордиться. И, конечно, вот здесь прекрасные книги говорили о стихах, и здесь присутствует народный поэт Карачаево-Черкесии Назир Хубиев. Да, мы все знаем, что народные средства педагогики, в них это самые лучшие средства воспитания детей, это средства этнопедагогики. И как говорил, сформулировал золотое правило народной педагогики великий чувашский академик в 60-х годах прошлого столетия Геннадий Волков. Без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, а без духовности нет личности, а без личности нет народа как исторической личности. И вот нет личности, нет знания языка и нет народа. И поэтому мы должны на своем языке говорить, учить, знать пословицы, поговорки, сказки, легенды, уметь танцевать, петь. И вот сегодня будет здорово в своем выступлении, если Джанибек Марьям еще нам споет на родном языке прекрасным голосом. Разве после этого мы все можем полюбить этот язык, даже если первый раз услышим? Это о чем? О многом говорит. О силе искусства, о силе поэзии, о силе поэзии родных языков. И поэтому все-таки большое сотрудничество должно быть между семьей и школой. И школа должна в такую позицию, чтобы помочь, обучать, привить любовь. Если родители не любят, не хотят, ребенок никогда не будет учить этот язык. Ко мне приходили, я завершаю, просили, когда я работал в Горано, приходили родительницы Карачаевки и говорит: освободите меня от моего ребенка от изучения карачаевского языка. Я ей говорю, я с ней уже целый час убеждал, понял, что не могу убедить, я говорю, она бабушка. Я говорю, пусть придет ваша дочь. Родителями мы с матерью должны решать. Когда пришла мать, я 2 часа убеждал и, кажется, убедил, потом она не пришла. Я ей говорил, что свой язык, сегодня вы не будете учить свой язык,
завтра он забудет, вообще будет помой, не знающий своего родства, не зная свои корни, потом забудет вас как родную мать. Все, спасибо за внимание.